Когда-то здесь был большой сад, который растил мой отец. Сейчас, как видите, одинокое дерево. Становится грустно. Время строит, время и разрушает. Уйгуры, населяющие Синьцзянь-Уйгурский автономный район Китая, и уйгуры, проживающие в нашей стране, это народ одного корня. Он неразделим по языку, в своей культуре, в своей истории. Это единый народ. Наша семья переселилась в Синьцзян в 1931 году. Казахстан, тогда, где мы жили, как и вся страна, был охвачен коллективизацией. Отбирали самое насущное. Страшный голод косил людей. Страдал и середняк, и бедняк. Забирали последнюю корову, лошадь, плуг. Того, кто хоть как-то сопротивлялся, арестовывали. Вот тогда, в 30-х годах, отсюда, из Ханьхая, других пограничных с Китаем районов, началось массовое переселение уйгуров в Синьцзян. Да разве только уйгуры, спасаясь, покидали насиженные места. Судьбу своего народа, а это большая дорога борьбы и лишений, пропустил через свое сердце Зия Самади, драматург, писатель, признанный мастер исторического романа. Мэйм-хан, Гани Батур, Тайна годов. Эти произведения Зия Самади стали классикой уйгурской советской литературы. Здесь, в многонациональном Казахстане, он был назван народным писателем республики. Его книги открывают людей сильных, гордых, способных жертвовать жизнью ради счастья народа. Не баловала судьба самого Зия Самади. Рассказывает Хинипа Апа. Мы познакомились в 1937 году в Кульдже. Сыграли свадьбу. Зия Самади в это время заведующий отделом уйгурского культурно-просветительного общества. Вскоре после свадьбы Зия забрали гоминдановцы. Когда родился наш первенец Реза, отец его сидел в тюрьме. Что мы пережили, словами не передать. Казалось, жизнь висит на волоске. Реза Самади. Я впервые увидел отца, когда мне было уже 7 лет. Это был 1944 год. Отца освободило из тюрьмы поражение Гоминдана. Но ведь я никогда его не видел. Многие говорили, что его уже нет в живых. И вот представьте эту встречу. Я и не сразу-то осознал, что это и есть мой отец. Не сразу ведь к такому привыкаешь. В том 1937 году многие непокорные уйгуры, прежде всего грамотные, оказались в застенках Гоминдана. Если говорить о себе, то я защищал национальное самосознание своего народа, желал лучшую жизнь для него. С такими гоминдановцы беспощадно расправлялись. Они уничтожили физически и морально тысячи и десятки тысяч патриотов, превращая жизнь в бесконечные страдания. Это было страшное время. Реза. Вспоминаю годы репрессий конца 50-х годов. Когда в Китае началась культурная революция, я был студентом. Знаю, что это такое. Велись гонения на интеллигенцию. И прежде всего на представителей национальных меньшинств. Тогда отец был арестован вторично и сослан в трудовой лагерь. С 1956 года Зия Самади был министром культуры и председателем Союза писателей Синьцзянь-Уйгурского автономного района. В 50-х годах мы организовали свою писательскую организацию. Стали обмениваться делегациями литераторов с писателями Казахстана.
Особенно запомнились теплые встречи с Габитом Мусреповым. Во многом благодаря писателям Казахстана в 1961 году мне удалось вернуться в Союз, на родину, где меня очень хорошо встретили и Габит Мусрепов, и Сабит Муканов. Не без их помощи при Союзе писателей Казахстана была открыта уйгурская секция, которой я начал заведовать. Стали выходить мои книги на уйгурском, казахском, русском языках. С Зияком мы были незнакомы. О творчестве его я там слышал много, а познакомился с его творчеством ближе уже здесь. Перевод дается мне трудно. Я перевожу без подстрочника по тексту прямо, и возникает много вопросов порой. Очень много вопросов к автору. Почему возникает? Потому что Зиякам, он очень такой высокообразованный человек. Знает он не только уйгурский, но и, так сказать, родственные ему тюркские другие языки. И арабский, и вот эти тюркизмы. Значит, слова древнего языка, арабизмы. Слова из персидского языка встречаются там. И обычно эти слова несут не только смысловую, но еще и определенную эмоциональную, стилистическую нагрузку. Стараешься это передать по мере возможностей. И вот тогда, значит, вникаешь не только в смысл, но стараешься вникнуть в оттенки тех или иных слов. И даже в сферу его употребления. Без Şabaşır. Şabaşır. Şabaşır üstünlük. Yok. Şabaşlık kullanıyoruz. Aha. Üstünlük. Bilmeyimin Ki akıbette kim yenildi. Şabaşır et. Şabaşır. Şabaşır et китайский слово. Вот нам сегодня модель кондакс. Şabaşır. Этот шабашир есть такой клоуный? Кривляемся. Кривляемся. Uygurca ana tilimizden Орысша бевас. Кстати, о переводах. У нас, к сожалению, мало сейчас специалистов, кто мог бы с уйгурского сразу переводить на русский, например. Обычно пользуются подстрочниками. Это особый вид творчества. Надо сохранить национальный характер, свойственный именно нашему народу образный строй языка. У нас есть сейчас своя газета «Коммунизм Туги» и приложение к ней «Ени Хаят», литературный уровень которых за последние годы значительно повысился, хотя и далек от совершенства. Не прячет народ сверкание своего слова. Но ведь кому-то надо поднять драгоценность. Об этом тоже болит душа. Проблемы языка в один день не решить. Это постоянная работа. Bu yazmışlıkta hayat meselesi en asas meselesi hayatın övünüş. Ben qanday bir eser yazmayın üzerinden konxayını sığıp geldi. Şedikallah, radimile. Bunu bevasıta falanı bunu da yazmışlar mı herhalde. Писателя питает сама жизнь. Обычно становится важным. Вот я пишу, и перед глазами встают картины Хунихая моей юности. И разговаривают со мной мои земляки. Когда, например, мне нужно создать образ Балагура, Острослова, представляю, как сказал бы Сопи Ака. А когда хочу показать человека, неспособного сидеть без дела, вспоминаю кузнеца Мирзалима и его отца, обладавшего недюжинной силой. Так или иначе, земляки присутствуют в моих книгах. Я вырос вместе с ними на одной земле. Ki o kitaplarını aldık Arapça bilimiz.
Şu Arapçadan okup kırışıp gittiğimizde. Ama bunu реноваторлар. Знаем Зияка, и книги его читали, еще арабскими буквами напечатанные. Помню его рассказ о Гани Батуре, как он с казахом Касимом от врагов скрывался. Сколько испытали они, будто своими глазами видишь. Так рассказать дар свыше. Мы говорим, будущее принадлежит молодым. Это правильно. Им принадлежит лучшее, что в нас было. Это не потерять бы. Молодые будут грамотнее нас, мудрее. Так должно быть. Не потерять бы человечность. Человечность – это доброжелательность, внимание друг к другу, уважение и признание драгоценности каждой жизни. И делить на кого-то и как-то. Разрушить саму веру. Зачем живешь? Ben oylayman ki bizden gelecek yaşlarımız bugünkü köp yaxşırak yaşaydı, yaxşırak turdu. En mühimi ittifakta yaşayı. Мне кажется, у поколения уже моих внуков хорошее будущее. Şunu bilen billah, şu narsini estin çıkarması gerek ki dünya umumu halkının bir yerde tanışıdığın hiç işi yok. Только думать надо не о себе, о народе. Начинается он с отца, продолжается в сыне, дочери. Писатель обязан чувствовать желание своего народа, быть его наставником и защитником. Такое стремление не всегда достижимо, но оно вдохновляет борца, личность. Зия Самади в этом ряду. Прожита долгая жизнь, и жизнь продолжается. Гласит легенда: обними руками главное дерево веры своей, сомкнутся пальцы, и сбудутся твои желания. А не удастся, не печалься. На путь твой вставшие обретут удачу. Ваше желание, Зияка. Ben en avval halktan tülügendim. Ana tilimni öğrendim. Halktan turmuş geçirişini öğrendim. Все, чем я богат, дал мне мой народ. Язык и культуру, традиции и веру. В испытаниях у народа черпал силу и мужество. Теперь главное мое желание — вернуть долг свой словом, творчеством. Çünkü bir yerde halktan nemi alsam şunu yine kaytırıp veriş gerek emez mi? Şunun için ben halk hayatını köprek, kenarek Жить значит искать и верить, страдать и радоваться. Всякая другая жизнь — это бесплодие. Körüşken ne çıksın, aman bulaylı, devletin ziyade olsun, düşmanların piyade olsun, kollarının bir sözleri var.